Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В день государственного флага Республики Абхазия в Национальной картинной галерее Сухум открылась выставка «Возрождение галереи». Термоэлектричество воочию. Телеканал Абаза ТВ продолжает цикл специальных репортажей, посвященных юбилею Сухумского физико-технического института. Новый сезон, новое дыхание. Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба откроет 95-й юбилейный сезон премьеры «Голого короля». 23 июля наша страна отмечает День государственного флага Республики Абхазия. 33 года назад на заседании сессии Верховного Совета Республики Абхазия были утверждены государственный флаг и герб Республики Абхазия. Автор флага – художник Валерий Гамги. В течение всего сегодняшнего эфира Абаза ТВ специально ко Дню государственного флага вы можете смотреть материалы, посвященные истории главного государственного символа Республики Абхазия. В честь Дня государственного флага Республики Абхазия в восстановленном за счет российских финансовых средств здании Национальной картинной галереи Сухум открылась выставка «Возрождение галереи». В экспозиции 19 картин, которые чудом уцелели после пожара 21 января 2024 года. Также в день открытия стартовала акция «Одна картина, одна история». Подробности у Марианы Котовой. Без рам, с потеками краски и бумажными заплатками картины из самых дальних запасников Абхазской национальной галереи уцелели, потому что лежали дальше всех от эпицентра пожара, который уничтожил самые ценные экземпляры 21 января 2024 года. Но несчастье помогло достать из хранилища то, что еще никогда не выставлялось в послевоенной Абхазии. Именно эти работы 60-х, середины 80-х годов составили основу выставки «Возрождение галереи». Вот за моей спиной висит работа, так скажем, профессионального художника. Вот после Чачпа Шервашида, о котором мы много, возможно, говорили, или, может быть, недостаточно много говорили, но в любом случае этот художник перед войной закончил Академию художеств в Тбилиси, и тут же, значит, он отправился на войну 41-45 годы. После войны, значит, он оказался жителем Московской области, много работал, но и в нашей галерее хранились 4 работы, 2 из них сохранились, вот одна из них здесь, значит, пейзаж Сухумской бухты, а другая работа была отправлена в Россию на реставрацию. В рамках акции «Одна картина, одна история» галереи в день открытия выставки подарили 4 работы. Первым преподнес полотно Адгура Ампар, председатель партии «Единая Абхазия» Алхаз Барзания. С верой в будущее и с верой в преемственность абхазских культурных традиций политическая партия «Единая Абхазия» дарит Национальной картинной галерее работу художника Адгура Ампар. Дай Бог, чтобы эта работа послужила символом возрождения нашей галереи и послужила началом обновлению коллекции. Поздравляю вас всех, дорогие друзья! Режиссер-постановщик из Южной Осетии Тамерлан Дзуцев подарил галерее 2 картины из своей личной коллекции. По его словам, примерно 15 лет назад их ему подарили абхазский художник Нугзар Логу и живописец по фамилии Арутюнян. Сегодня он вернул их на родину, так как уверен, что начинать возрождать галерею нужно с местных мастеров. Мы подумали так, что если у кого-то в Южной Осетии есть картины абхазских художников, то мы возвращаем просто в картинную галерею для того, чтобы они были там. Потому что национальная картинная галерея должна иметь картины абхазских художников. Художница Мактина Цвижба потеряла в пожаре 7 картин. Сегодня она преподнесла одну под названием «Закат», чтобы хоть как-то восполнить утрату. Из меня тут сгорели 7 работ. Конечно, 7 работ – это небольшое количество, но для меня они были очень дороги. Но они сохранились. Есть книги, которые выпускали, и они сохранились. Пианистка Гулиза Авизба передала в дар галерее 46 работ своего отца, художника Хута Авизба. Также руководство галереи есть надежда заполучить хоть по нескольку экземпляров картин от семей и других художников. Военное количество работ у его сыновей в доме сохраняется, но пока нам не удавалось с ними договориться, чтобы взять оттуда или выкупить, или выудить.
или напроситься, так сказать. По словам Сурама Сакания, было сделано самое важное – восстановлено здание галереи. Но еще очень многого для ее полноценной работы не хватает. Это и тумбы для скульптуры керамики, оборудование для реставраторов. У галереи нет смотрителей и охраны, нет даже средств для оформления восстановленных картин. Я буду просить о том, чтобы нам дали возможность приобретать или деньги выделять, или дать, значит, какие-то мастерские, чтобы мы могли оформить эти работы и на будущем, чтобы мы могли полноценно делать выставки. Все выставленные экспонаты еще до конца не восстановлены. Поэтому, по словам Сакания, их нельзя долго держать в текущем состоянии. Поэтому выставка будет открыта до конца июля. Марианна Котова, Абаза ТВ. В преддверии Дня государственного флага Абхазии столичные активисты волонтерской роты провели квиз, в рамках которого добровольцы смогли проверить уже имеющиеся знания и узнать больше о значении национальных символов. В конце мероприятия самые активные участники, отличившиеся, получили памятные призы. Вечером 23 июля активисты волонтерской роты развернули большое полотнище абхазского флага на площади Сергея Багапова в Сухуми. Также вечером на площади у Абхазского драмтеатра прошел праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага. Подробности в нашем эфире в четверг. Внешняя политика. В рамках официального визита министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц в Республику Никарагуа состоялась встреча официальной делегации Абхазии с председателем Центрального банка, представителями Министерства финансов и руководителями ряда коммерческих банков Никарагуа. В ходе состоявшейся беседы стороны наметили практические шаги для активизации сотрудничества в банковской сфере и выработки механизма по развитию торгово-финансовых отношений. 21 июля в рамках официального визита министра иностранных дел Республики Абхазия в Республику Никарагуа состоялась пресс-конференция Олега Барциц для СМИ Никарагуа. Оценивая текущее состояние абхазо-никарагуанского сотрудничества, глава МИД Абхазии подчеркнул: повестка нашего межгосударственного общения расширяется и насыщается новыми проектами и направлениями деятельности. Министр позитивно оценил итоги прошедших переговоров с советником президента по продвижению инвестиций и торговли международного сотрудничества Лауриана Артега Мурилья и министром иностранных дел Вальдраком Дженске. МИД Абхазии направил поздравительную ноту в адрес МИД Венесуэлы по случаю 15-й годовщины установления дипотношений. Между нашими государствами сформировалась прочная дружба, основанная на взаимном уважении и доверии, говорится в тексте. Министр Олег Барциц выразил уверенность, что накопленный опыт позволит укрепить стратегическое партнерство между двумя странами. Росатом поможет Минздраву Абхазии реализовать проект «Бережливая поликлиника» в Гагарской ЦРБ. Накануне состоялась рабочая поездка министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Будба и заместителя министра здравоохранения России Андрея Плутницкого в Гагарский район, сообщает пресс-служба Минздрава. В Гагарской центральной районной больнице состоялось совещание с участием руководства районной больницы, а также представителей Росатома. Российская госкорпорация поможет Минздраву Абхазии реализовать проект «Бережливая поликлиника». Цель проекта – оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу, отметил Эдуард Будба. Эдуард Будба и Андрей Плутницкий также посетили и ознакомились с работой больницы города Пицунда и пансионата Литфонд. Подземный переход на улице Кабардинской расчищен. В администрации столицы отметили, что юридически этот объект им не принадлежит, но по просьбам горожан его регулярно приводят в порядок. Сейчас по поручению мэра Сухума Тимура Аграба прорабатываются механизмы, чтобы подземный переход официально перешел на баланс города. Смотрите репортаж пресс-службы столичной администрации. Коммунальные службы столицы расчистили подземный переход в районе улицы Кабардинская. Следует отметить, что ни один из подземных пешеходных переходов в столице юридически не принадлежит администрации города. Однако, учитывая месторасположение и зачастую состояние, мэрия по просьбе жителей периодически приводит их в порядок. По поручению главы администрации Тимура Аграба прорабатываются правовые механизмы передачи подземных переходов в ведение столичной мэрии. Данным подземным пешеходом пользуется большое количество людей, школьников, студентов, так как на пересечении находится Сухумская, 11, неподалеку расположен Сухумский медицинский
речь. На подземном переходе имеется проблема с ливневым отводом. На расстоянии 130 метров после обследования выяснилось, что есть смещение трубы. Постоянно при обильных ливнях и дождях есть проблема с засорением данного участка. Администрация города рассматривает вариант замены данного участка на трубу с увеличением диаметра. На данном этапе коммунальные службы города в стабильном и постоянном порядке аппаратом высокого давления занимаются прочисткой данного участка, чтобы облегчить населению, студентам, школьникам. Работы в переходе начались с откачивания воды. Из-за мусора забились ливневки, что препятствовало стоку дождевых потоков. Стоячая вода не позволяла жителям полноценно пользоваться переходом, а также стала благоприятной средой для змей. Жители обратились в администрацию города с просьбой о помощи. Проблема ужасная была. Вода полностью была, чуть змеи не выходили, мусор очень полно было, никто внимания не обращал. По нашему усилию 1-2 раза почистили, но каждый раз мы не можем чистить его, честно говоря. В школу надо, в садик надо ходить, в магазин надо. Что сейчас очень прекрасно. И спасибо всем, кто это организовал, кто это нам помог, кто внимание нам сделал. Большое-большое спасибо от всех нас. Не то, что я лично, от всех соседей, в которые мы ходим. Администрация города Сухум в очередной раз призывает граждан соблюдать санитарные нормы, не использовать пешеходные переходы в качестве мусорной свалки. Мусорные контейнеры расположены в шаговой доступности. Участок центральной трассы в данном районе всегда перегружен потоком автомобилей, особенно в летний период. Подземный переход – это единственный шанс на безопасное пересечение трассы, однако эксплуатировать его возможно только в случае надлежащего состояния. Министр просвещения Хана Гунба представила нового первого заместителя министра Хиблу Шамба сотрудникам министерства. Как сообщает Апсны пресс, Гунба отметила высокий профессионализм и богатый опыт Хиблы Шамба, выразив уверенность в ее способности эффективно решать задачи, стоящие перед министерством. Со своей стороны Хибла Шамба выразила благодарность за оказанное доверие и заверила, что приложит максимум усилий для улучшения качества образования. Проблемы сохранения и развития абхазского языка обсудили в Общественной палате. На заседании комиссии по развитию госязыка отметили снижение использования абхазского языка в официальной сфере. Комиссия предложила меры по решению проблемы: ужесточить требования к знанию языка для чиновников, ограничить прием этнических абхазов в неабхазские школы, разделить группы в детсадах по уровню владения языком, изменить школьную программу с 1 по 4 класс, поощрять студентов и учителей абхазского премиями, увеличить число и улучшить качество ТВ-программ на абхазском. Участники заседания поддержали инициативу Минпросвещения о введении предмета абсора и доплат преподавателям абхазского языка. Наш материал заседания смотрите в ближайших эфирах Абаза ТВ. دارا أقوخر دوحانة وتناسك أقوغرة حاوي أبز شزجي أبترقرا قلابها يكو حرقلو حزتاركوا يخوختو أخذ قلرا شاشتوا دروت حتى رزقهم خان فلاديمير بحا ينار أستيك إبا حازجيخا حقوح زرخوا زجريحة إي проблему حيحبخزو حرا حبزشا حنتكرر بزشاك أحسبلا يختو أرول شزنم جزو أخر خرش ماجو حبوت وبرجع حلص جرحتقو بزشا أرت بارزها أرول أشتخرزها أخا ياشنو تروزر ألزشا مكانا إماجو بحا أقوانا جرا حمو.
Сотрудничество в образовательной сфере обсудили министр просвещения Абхазии Хана Гунба с представителями Минобразования Псковской области. На встрече были предложены возможные формы взаимодействия. Образовательные обмены, летние лагеря, конференции, сообщает пресс-служба Минпросвещения Абхазии. Одним из пунктов повестки стал предстоящий визит в Абхазию губернатора Псковской области и других официальных лиц. Было предложено организовать поездку абхазских школьников в Пушкинские горы. Хана Гунба отметила необходимость проведения круглых столов с участием преподавателей истории, на которых могли бы быть затронуты темы роли абхазской сотни в Первой мировой войне, участие абхазов в Великой Отечественной войне и добровольческого движения на юге России. Также были рассмотрены идеи организации совместных экспедиций с участием преподавателей естественных наук, что может стать основой для будущих обменных программ между студентами и преподавателями двух регионов. Телеканал Абаза ТВ продолжает цикл специальных репортажей, посвященных Сухумскому физико-техническому институту. Нашей съемочной группе удалось воочию увидеть работу знаменитого отдела номер 400, специализирующегося на термоэлектричестве, и пообщаться с инженерами, по сей день производящими термоэлектрические батареи. Сейчас установка находится в режиме, в рабочем режиме. Вот можете посмотреть, 1100 градусов. При этой температуре происходит сплав исходных компонентов. Вот, и затем мы получаем промежуточный этап, получаем слитки термоэлектрических материалов. Полную версию материала смотрите после выпуска новостей. Назначенный прокурор Ачимчирского и Гулрыбского районов, генпрокурор Абхазии Адгур Аграба представил коллективу Инара Таркел, назначенного на должность прокурора Ачимчирского района. Также приказом генпрокурора на должность прокурора Гулрыбского района назначен Гия Адлиба. Информация для избирателей. 26 июля в Абхазии пройдут повторные выборы по избирательному округу номер 26 Дранский. Полномочия избранного депутата будут продолжаться до марта 2027 года, до окончания полномочий 7-го созыва Народного собрания. Астамур Джопо стал единственным кандидатом на вакантное место в парламенте Адранского округа. Ему бесплатно предоставляется эфирное время на гостелевидении и радио, а также возможность выступления в других СМИ с изложением своих взглядов и предвыборной программы. А в эфире Абаза ТВ смотрите предвыборные ролики кандидата Астамура Джопо. Делегация из Абхазии принимает участие в летней школе для государственных управленцев Всемирного фестиваля молодежи, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Летняя школа собрала свыше 100 управленцев, парламентариев, экспертов и практиков из более чем 40 стран мира. Впереди участников 5 насыщенных дней, посвященных актуальным вопросам государственного управления в 21 веке. Программа включает лекции ведущих федеральных экспертов, встречи с руководителями различных уровней, выезды на профильной площадке, командную работу над практическими решениями. 45 детей из Белгородской области отдыхают в Пицунде. С 15 июля в объединении пансионатов «Курорт Пицунда» отдыхает 45 детей из Белгородской области. Это дети из многодетных семей погибших участников специальной военной операции. Министерство туризма и РУП «Курорт Пицунда» разработана насыщенная программа, включающая посещение множества туристических объектов. Дети и сопровождающие их родители уже посетили разные достопримечательности Абхазии. Они увидели озеро Рица, Новый Афон, Сухумский обезьяний питомник и Государственный русский театр драмы имени Искандера, где насладились музыкальной сказкой «Приключения Буратино». После спектакля администрация Сухума организовала для юных белгородцев обед, рассказал пресс-менеджер «Курорт Пицунда» Азамат Богатели. Первый международный гастрономический агрофестиваль стартовал в Пицунде на стадионе «Киарас». В программе презентации местных продуктов, дегустации, мастер-классы, встречи фермеров, производителей из Абхазии и Краснодарского края, спортивные турниры, живая музыка и детская анимация. Фестиваль проводит администрация Гагарского района и города Пицунда. Он продлится до 25 июля.
Новый сезон, новое дыхание. Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба откроет 95-й юбилейный сезон премьеры «Голого короля» Евгения Шварца. Над спектаклем работает приглашенный режиссер Тамерлан Дзуцов. В постановке не только знакомые истории, но и новое сценическое прочтение, которое обещает стать ярким событием в культурной жизни республики. Подробности в репортаже Заура Кварча. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба готовится к открытию своего 95-го юбилейного сезона. И откроет его новая постановка хорошо знакомой пьесы «Голый король» Евгения Шварца. Знакомой, но не прежней. За дело взялся приглашенный режиссер Тамерлан Дзуцов, заслуженный деятель искусств Южной и Северной Осетии и Чеченской Республики. Его имя хорошо известно на пространстве национальных театров. За плечами десятки спектаклей, признанных зрителями и критиками, участие в крупных фестивалях и тонкое чувство сцены, которое особенно проявляется в работе с классическим текстом. Наши взаимоотношения с Абхазским театром идут с 2002 года. И почему я знаю этот коллектив? И тогда были приглашения тоже, и тогда были разговоры о том, какие спектакли можно здесь ставить, когда ставить это все. Но опять же, стечение обстоятельств было такое, то в Абхазском театре руководство менялось, то у меня работа другая появлялась, и поэтому не состыковались. А сейчас вот как бы все звезды сошлись, можно сказать так. Пьеса, написанная в 1934 году, была впервые поставлена только спустя четверть века. С тех пор ее читали как сказку, ставили как сатиру, играли как притчу. Но всякий раз по-новому. Так будет и на этот раз. Режиссер уверен, повторов в театре не бывает. Практически любая пьеса, которая ставится в определенное время, она уже обновляет как бы не то что репертуар, но никаких повторений не может быть в этом плане, потому что та пьеса, которая вошла, я слышал про него, я видеть его не видел, но труппа здесь, которую я знаю, она очень сильная, очень талантливая, особенно старшее поколение. Для меня сейчас в характере вот этих артистов оно очень легко перекладывается, потому что вот эти гениальные артисты старшего поколения, которые могут это все так сыграть и так сказать, эти слова, что я думаю, что ни одного равнодушного человека в зале не останется. Тот самый «Голый король» уже жил на сцене Абхазского театра. В нем играли корифеи, артисты, чьи имена вписаны в историю. Теперь новая труппа. В спектакле задействованы артисты 3 поколений, от ветеранов сцены до молодых выпускников. Дзуцов отмечает, что харизма, энергия и способность говорить с аудиторией важнее статуса. Он должен быть харизматичен для зрителя, потому что зритель идет на определенного артиста. Во-вторых, как говорю, его популярность этого артиста, можно сказать, в составе с этой труппы, и плюс еще в том отношении, что как зритель относится к этим артистам тоже. А про них я очень много уже знаю. Выбор артистов, он всегда, конечно, идет от роли, потому что просто ставить спектакль ради спектакля – это уже не те времена. Эти времена уже прошли, потому что сейчас ставят на артиста. Потому что если есть артист в театре, на котором можно ставить, к примеру, например, Гамлета, то надо ставить Гамлета. Если, например, есть артисты, которых можно ставить на героев Шварца, то тогда надо ставить. А вот герои Шварца здесь есть. Они могут выдать вот этот спектакль, вот опять же, своей игрой, своим отношением к этому спектаклю. И думаю, что это будет интересно. В оформлении спектакля сошлись два взгляда. Сценографию создает абхазский художник Гарри Доче, а костюмы приглашенный из Осетии Хох Бикоев. Визуальная концепция строится вокруг образа развалин времени. Модернистский стиль, аллюзии на власть, социализацию и внутреннюю свободу. Но главное — сохранить суть. Это история великой любви, которая стирает границы и соединяет сердца. При всем том, что происходит во всем мире, вот эти все катаклизмы, вот эти все, можно сказать, и политические, и природные катаклизмы происходят, мы забываем об одном чувстве любви. Потому что, как бы ни трактовали эту пьесу, эта пьеса все равно о великой любви. Когда вот у любви нет никаких границ. Он просто разрушает все границы и дает возможность молодым людям объединиться. Будь ты принцессой или будь ты там пастухом-свинопасом. Все равно вот эта грань стирается, если есть вот это большое чувство любви. И ради любви они идут на все, практически на все. Почему? Потому что принцесса
лишается своей короны, а пастух лишается, как говорится, своей работы, но они объединяются. Это самое главное. А от зрителя, я думаю, мы ждем, во-первых, понимания того, что мы делаем, и, во-вторых, они уйдут отсюда с более веселым настроением. Премьера «Голова короля» откроет юбилейный сезон Абхазского театра уже этой осенью. Пока театр готовится через читки, эскизы и встречи. Но в воздухе уже чувствуется творческое напряжение и дыхание новой сцены. Заур Кварча, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. 31 июля в Сухуми, столице Абхазии, состоится торжественное открытие 23-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает», проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Абхазия. Открытие 23-го фестиваля приурочено к 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзенба. Фестиваль откроется концертом под открытым небом у стен Абхазского драматического театра имени Чанба в самом сердце Сухума. На сцену выйдут основательница фестиваля, оперная певица Хибла Гирзмава, всемирно известный пианист Денис Мацуев, солист Большого театра баритон Игорь Головатенко, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Антона Гришанина. Художественным словом вечер украсит выдающийся актер Евгений Князев. Фестиваль продолжится 2 августа концертом в Пицунде с участием лауреатов 2-го международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Гирзмавы Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина. Завершит абхазскую часть фестиваля концерт 4 августа у подножия Бедийского собора, одного из важнейших памятников православной архитектуры Абхазии. В этот вечер Хибла Гирзмава впервые выступит с музыкантами-земляками, органистом Лукой Гадели, трио Яней, Нукзар Какали, Аляс Абухба, Аусман Абухба. К ним также присоединится трубач Евгений Кондратьев. 23-й музыкальный фестиваль Хибла Гирзмава приглашает, продлится с июля по декабрь 2025 года. Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с ремонтом водовода в четверг, 24 июля с 0 до 15:00 будет прекращена подача воды в районах села Дзыгута, Кадорское шоссе, Турбаза, улица Апсильская, улица Братьев Зонтария. А в завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 24 июля, территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. Переменная облачность без осадков. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 19-24, днем 26-31. Температура морской воды плюс 26. Относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи.